3 месяца продолжается гражданская блокада Крыма. Сегодня в сельсовете Чонгар местные жители выразили свое недовольство относительно действий активистов на пропускном пункте. Подробнее в сюжете Гульсум Халиловой. Скандал в сельсовете. На Чонгаре депутаты решили рассмотреть заявления жителей села, которые жалуются на участников гражданской блокады Крыма. Стосовно неправомірної поведінки тих вартових, які стоять на гражданській блокаді Криму. Ирина Головко – коренная жительница Чонгара. Она возмущена постоянными проверками документов участниками блокады. Проезжаешь, ваши документы. Пожалуйста, предъявите паспорт. Предъявили паспорт. Открытый багажник. Багажник светится насквозь. Там ничего такого нету. Посмотрите. Нет, выйдите, откройте. Вышли, открыли. На каком основании мы должны это 5 минут туда, 5 минут обратно? Туда проверили, едем обратно. Та же самая история. Мы только что были. Смеются. Положено. Какие-то списки у них в руках. Они проверяют по спискам. Что они там проверяют, я не знаю. Таких возмущенных собралось около 70 человек. Они требуют, чтобы действия активистов отвечали украинским законам. И на блокпостах присутствовали представители правоохранительных органов. Людей, которые хватают, вот они, это люди, послушайте, пресса, послушайте меня. На сессию пришел и командир штаба Ленур Ислямов. Присутствующим предлагает, чтобы не было нарушений, самим жителям поочередно выходить и участвовать в акции. 16 числа стоят только крымские татары сейчас здесь. 16 числа. 16 числа крымские татары здесь стоят. Каждую ночь мы ловим, не только чонгарских, мы ловим всех остальных бизнесменов. Я вообще вам предлагаю на сегодняшней сессии здесь не голосовать, какая гражданская активность, хорошая и плохая. Нет. А взять в свои руки, выберите 10 человек своих, те, которые, как вы говорите, хорошо общаются и знают вашу всю местную громаду, давайте поставьте на блокпост. Это с первого дня вам надо было сделать, потому что нет различий между нами никаких. Мы точно такое же суспільство, как и вы, встаньте вместе с нами. Люди говорят, что выйти на блокпост пока не готовы. Мы за экономическую блокаду, но она должна осуществляться с требованием законодательства Украины и Конституции. Крымско-татарский народ мы поддержим, но... По словам Ислямова, блокпосты ГБК будут стоять до 16 января, пока официально не будет запрещена перевозка грузов. Будет формироваться наш батальон отдельно, в ЗВУ Украине. Это отдельная история. Мы все перемещаемся туда и будем заниматься именно освобождением Крыма. Постами заниматься не будем, не наше это дело. Вы просто кусок не дослушали до конца. Дальше уходим туда к прикордонникам, стоимся вместе с ними там, внутри. Если нам действительно там будет казаться, что везется какой-то груз, мы сможем досматривать официально, имея на это документ. Об этом вы не дослушали. Вот это я вам и говорю. Поэтому... Сессия длилась 2 часа. Никакого решения сельсовет так и не принял. Гульсум Халилова, Кристина Лизагуб, Заман, АТР.